Добрый вечер, дорогие телезрители, дорогие любители спорта, в частности, вольной борьбы. Мы выходим в прямой трансляции на НВК «Саха», спорткомплекс «Триумф». И сегодня у нас второй день всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти нашего прославленного борца, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня с утра борьбу начали борцы в 5 весовых категориях: 61, 70, 79, 92 и 125 килограммов. Сейчас увидим финальные поединки в этих весовых категориях. Ну, на наших телеэкранах это маскот турнира, талисман, снежный барс. Очень веселый. Итак, ну, сразу скажем, что по итогам предварительных и полуфинальных поединков в 5 весовых категориях в финалах не будут представлены якутские борцы. К сожалению, в весе до 61 килограммов золото разыграют два бурятских борца: Борис Баршуев из Иркутска и Дамдин Церинджапов из Республики Бурятия. В категории до 70 килограммов за первое место встретятся Заурбек Багулов, Северная Осетия, Алания, и Ростислав Королев из Кемерово. В категории до 79 килограммов за первое место встретятся Арсений Джоев, Осетия, Алания, и Аюр Жикжитов, еще один представитель Республики Бурятия. В категории до 92 килограммов схватку за золотую медаль проведут Ислам Кельчуков из Московской области и Егор Бельских, представитель Воронежа. Да, и в самой тяжелой весовой категории здесь боролись всего 4 участника. И там, ну, можно сказать, без 5 минут чемпионом стал уже Никита Горбунов из Воронежа. Шанс на второе место имеет наш Данил Иванов. Да, вот перед нами наши почетные гости. Первый замминистра спорта Республики Александр Бугаев, супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева и наш олимпиец, серебряный призер игр в Монреале 1976 года Александр Николаевич Иванов. Да, ну зато якутские борцы поборются за бронзовые награды. Есть шанс у нескольких наших борцов. Одна медаль уже у нас в кармане, скажем так. Вот сейчас выходят борцы категории до 61 килограмма. Айтал Громов и Юлиан Григорьев. Айтал Громов выйдет из красного угла, воспитанник Чурапчинской школы вольной борьбы. И его соперник из Сунтара Юлиан Григорьев, который провел сегодня 4 схватки, 3 из них победил, проявил такие волевые качества, но, к сожалению, он проиграл полуфинал Дамдину Церинджапову, причем, к сожалению, в сухую проиграл Юлиан Григорьев. Ну, посмотрим данную схватку. Один из них оденет сегодня на грудь бронзовую медаль турнира. Мы очень надеялись в этом весе на Александра Балурова, тоже воспитанника Сунтарской школы борьбы. Он считался нашим фаворитом, но, к сожалению, в 1/4 финала он проиграл Борису Баршуеву. Так, в атаке сейчас Юлиан Григорьев хочет набрать. Да, здесь будет сколько баллов? 1 балл всего дает арбитр. И, в принципе, мне кажется, он прав. Григорьев начал активно
В предварительной стадии, вот в первых двух схватках, он проигрывал соперникам со счетом 1-4, потом 0-4, но во втором периоде раскрывался и доводил до победы. Итак, проход в ноги от Айтала Громова. Отсюда он может набрать 2 балла для себя. Ищет моменты, но Григорьев тоже чувствует себя неплохо в данной ситуации, особенно в партере, и уже ситуация меняется кардинальным образом, и 0-3. Минута до конца первого периода. Схватку ведет Юлиан Григорьев. Вчера, в первый день соревнований, якутские борцы отметились одной золотой медалью и серебряной медалью. Золото выиграл Лев Павлов в категории до 57 килограммов. Победил он в очень упорной схватке Артема Габаева. А в категории до 61 килограммов Иван Потапов стал серебряным призером. Иван Потапов. Еще один переворот и 5-0. 5-0. Очень уверенно пока выигрывает. И почти в одном шаге от бронзовой медали. Здесь выступают 2 якутских борца, поэтому кому-то импонировать, за кого-то болеть смысла для комментатора нету. Скрылся захват, но время закончилось. И 7-0. 7-0 Юлиан Григорьев. Посмотрим сейчас повторы, как набирал свои баллы победные Юлиан. Это первый эпизод. Здесь он взял всего 1 балл. А вот здесь отлично получилась у него контратака. Посмотрим сейчас. Хороший момент был. Поучительный, скажем так. Отсюда он вышел, ускользнул и оказался за спиной соперника. Второй период. Юлиан Григорьев начал ее активно. Видно, что хочет завершить схватку до истечения основного времени. 3 минут. На турнире памяти Романа Дмитриева в этом году участвует порядка 150 борцов. Из них спортсмены из 5 стран зарубежных. К нам в нашем турнире участвуют борцы из Армении, Казахстана, Монголии, Молдовы и Республики Беларусь. Также представлены борцы из субъектов Российской Федерации. Всего 12 команд. Опа! Ничего себе! Айтал Громов бросил Юлиана на 4 балла. И сейчас в шаге от победы держит положение туше. И, скорее всего, сейчас будет... Ну, посмотрим. Фиксация есть. И в туше сенсация, я бы сказал. Юлиан Григорьев вел со счетом 7-0. Казалось, что дело все идет к его очень уверенной победе, но не тут-то было. Айтал Громов поймал таки соперника и наказал
Поздравляем молодого борца Айтала Громова. Айтал Громов. Республика Айтал Саха, завоевал Якутия. бронзовую медаль в категории до 61 килограмма. Смотрим повтор. На Отсюда, да. ковер приглашаются Александр Балуров, Валентин Бурнашов. Республика Саха, Якутия. Пытался сейчас уйти от вот этого захвата, капкана Юлиан Григорьев, но Айтал Громов своего шанса не упустил. Вторую бронзовую медаль в этой же весовой категории также разыграют воспитанники Якутской школы борьбы. В красном углу Александр Балуров. Также борец, представляющий Сунтарскую школу борьбы. Его соперник Валентин Бурнашов из Амгинского улуса, представитель. Кстати, Валентина Бурнашова вывел на эту схватку его тренер, личный тренер Герман Степанович Кантоев, чемпион мира 2001 года. А в углу Александра Балурова сидит старший тренер Сунтарского улуса Николай Романович Данилов. Опытный наставник. Да, сунтарские борцы вообще в последние, годы сильно прибавили. И показывают стабильно высокие результаты не только среди юниоров, но и взрослых, а также в особенности по юношам тоже сунтарские ребята в лидерах. Кстати, глава улуса Анатолий Григорьев присутствует на нашем турнире. Вот он перед нами был, Николай Данилов. Александр Балуров, да, мы ждали от него финала сегодня. 2 балла сейчас на контратаке взял Валентин Бурнашов. Накрыл соперника, когда тот пытался исполнить коронный прием Германа Устинова. Лампочка. Валентин Бурнашов из Амги прекрасно борется в якутской борьбе. Хапсагай становился чемпионом турнира, престижного турнира Ханлас Хапсагая в Покровске. Это было в 2021 году, да? Или в 2020. Ну, в любом случае, он был чемпионом того турнира. Это была сенсация такая. В финале этой весовой категории после этой схватки сойдутся Борис Баршуев и Дамдин Церенжапов. 2 бурятских борца. Один представляет Иркутскую область, другой Республику Бурятия. Так, ну у нас пока идет закрытая борьба. Вначале показалось, что встреча станет результативной, но борцы успокоились чуть-чуть и ищут, да, за пассивные действия. Бурнашову дается первое предупреждение, замечание устное. За второе такое предупреждение включится секундомер на 30 секунд в пользу Александра Балурова. 0-2. Первый период завершен. Да, зрителей сегодня не очень много.
утренней программе было побольше, но вот, скорее всего, из-за того, что в финалах не будет представлено якутских борцов, наверняка многие любители борьбы предпочли посмотреть схватки по телевизору. Это мое предположение такое. Второй период. И здесь, наверное, Александр Балуров будет действовать более активно. Он будет больше атаковать. Красный пассив. Опа. Бурнашов схватил за ногу и теперь имеет возможность. Да, 4-0. Бурнашов повел. Увеличил свой отрыв еще на 2 балла. Работает в партере. Такая иранская ножница. И накатил, да. Ну, и тут и сам едва его спас край ковра. Но, тем не менее, счет у нас 2-6. Отрыв 4 балла сохранился. Вот эти 2 балла, выигранные Балуровым, должны придать чуть-чуть уверенности в действиях. И еще 1 балл сейчас заберет, думаю. Хотя нет, почувствовал сейчас край ковра Валентин Бурнашов. Так, 30 секунд пошло. Или нет? Нет, мы видим на табло, пока еще нету ничего. Пятится назад Валентин. Делать этого не стоит. Будет наказан. 2 балла будет. 2 балла, да. И 4-6 потихоньку набирает обороты. Александр, времени предостаточно. Минута 26 секунд. Еще 5-6. 5-6. И Валентина ставит в партер. Посмотрим, что сейчас сделает из этого положения Балуров. Да, попробовал, взял скрестный захват, но не совсем убедительно. Но времени еще много. Минута 10 секунд. Прошел ноги и заработал 1 балл. Счет 6-6. Но по качеству набранных баллов Бурнашов все равно впереди. Ну, Бурнашову сейчас надо лучше идти вперед, атаковать, потому что, как говорится, лучшая защита — это нападение, что он и пока делает. Это понимает и Балуров. Тоже идет вперед и берет пока что победный балл. 7-6. 7-6 у нас на табло. Отыграл проигранные баллы. И еще 1 балл, да. Еще 1 балл за уход, преднамеренный уход за ковер. И у нас на табло 8-6 уже. 1 балл взял. Так, за пассив тоже 2 балла дается по одному. И 8-8. Интересная борьба у нас, результативная. 16 очков борцы набрали. Ух ты, 4 балла. На 4 балла бросил сейчас Валентин Бурнашов. Негодует Балуров. Челлендж требует. Да, кубик, естественно, будет же брошен.
И мы с вами с удовольствием посмотрим на этот бросок в повторе. Благо, бросок был красивый. Да, Балуров пытается пройти, но здесь его поймал Валентин Бурнашов. А далее вот накат Балурова был за чертой ковра. Пока на табло счет 8-12. Челлендж проигран. И 8-13 сейчас будет. В принципе, все верно. Мне кажется. И Балуров бросается. Но, видимо, все уже поздно. Еще. Ух ты! 2 балла берет Балуров. И не хватило времени, что ли. Положил на лопатки, но там, к сожалению, не хватило времени. Захват был хороший, крепкий. Ну, виноват в любом случае сам, потому что вот в начале схватки он слишком многое отдал сопернику. И завоевывает тем самым бронзовую медаль. Валентин Бурнашов Начинается финальный поединок. Выиграл в этом весе вторую бронзовую награду. Смотрим за этой схваткой. В повторе более яркие моменты. Борьба за золото. Вот здесь сейчас. И вот эта кульминация встречи при счете 8-8. Бурнашов бросает соперника на 4 балла. И финал. Бурятский финал. У нас весит до 61 килограммов. Борис Баршуев, Иркутская область, красный угол, и его соперник Дамдин Церенжапов. Ну, судя по предварительным и полуфинальным схваткам, мое предпочтение, наверное, будет отдаваться Церенжапову, который выглядел уж больно ярко. Все свои схватки выиграл со счетом 10-0. Да, ну несмотря на то, что оба борца по национальности буряты, представляют они другие разные регионы. Борис Баршуев, Иркутская область, это уже Сибирь, а Дамдин Церенжапов представляет Республику Бурятию. Это у нас Дальний Восток, так что спортсмены могут и, возможно, для них это первая очная встреча между собой. Но это возможно. Пассив Баршуеву. И включается у нас секундомер 30 баллов. Баршуев, кстати, очень хорошо проходит в ноги, цепляется за пяточки. Мы это видели сегодня несколько раз. А Церенжапов буквально своей мощью давит своих соперников. Работает очень разносторонне. 0-1. Дамдин повел в счете.
Но как и подавает финалу, финалы обычно проходят не так ярко и зрелищно, как это бывает на предварительных и полуфинальных схватках. Все-таки ответственность и за результат дает о себе знать. Тут важно не допустить ошибку. На кону золото всероссийского турнира. Александр Балтуев, вот, в черном костюме, вчерашний триумфатор в категории до 74 килограммов. Начался у нас второй период финала. На ковре в красном трико борьбу ведет Борис Баршашуев, город Иркутск. Он является чемпионом Иркутской области, призер Сибирского федерального округа. Да. Его соперник в синем трико Дамдин Церенджапов из города Улан-Удэ. Он является победителем первенства Республики Бурятия. Сейчас только что объявил диктор. Баршуев является чемпионом Иркутской области. Ну а Церенджапов победителем первенства Республики Бурятия. Да, среди юниоров. Забегает сейчас Церенджапов. Счет 1-1, да. Счет 1-1. Баршуев впереди за счет активности. Интересная борьба. Так, у нас 1-2. Дамдин Церенджапов выталкивает соперника за ковер и зарабатывает второй балл. Пока что победный. Последняя минута пошла. И сейчас Борис Баршуев проведет свою последнюю атаку, решающую. Он ее готовит. Ну а задача Церенджапова грамотно обороняться и не допустить успешной атаки соперника. Посмотрел на секундомер сейчас Баршуев и пытается провести, хотя, да, вот такой смертельный захват его. Увернулся Баршуев. Рискует. Да. И тем не менее, да, как мы, впрочем, и предполагали, Дамдин Церенджапов берет золото турнира Романа Дмитриева в категории до 61 килограммов. Поздравляем бурятского борца. В принципе, да, он это заслужил. Сегодня он был лучше всех.
Начинаются финальные поединки в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, Генрик Аветисян, Республика Армения. Итак, мы идем дальше. Следующая весовая категория Борьба до 70 за килограммов. бронзовую медаль. Схватка за бронзовую медаль. С красного угла стоит Олег Фомин, представитель Чураптинской школы борьбы. Его соперник Генрик Аветисян, такой крепко сбитый, физически очень мощный и сильный борец из Армении. В утешительной схватке Фомин также победил другого армянского борца. И вот за один день, буквально за пару часов, его соперник тоже армянин. Так, ну, несмотря на габариты соперника, Фомин выиграл первый свой. Так, ничего не было. Ну, пока наш активен, да. Да, все-таки арбитр углядел, что нога Аветисяна была за ковром, и 1 балл Олегу. Олег Фомин на турнире прошлого года, на всероссийском турнире памяти Романа Дмитриева, выступал в категории до 61 килограмма. А теперь вот представьте, он перешагнул через категорию 65 килограммов и выступает уже здесь в весе до 70 килограммов. Набрал за год. Ну, ему организм молодой, растет. Даже при счете. Ух ты, неплохо забежал за спину Олег и выиграл еще один. Еще 2 балла, 3-0. Олег Фомин ведет. Работает в партере. Пытается забрать скрестный захват. Вроде бы взял, да, и закрутил. Еще 2. Еще и еще. Красавчик Олег Фомин завершает эту встречу яркой победой. И многочисленные, да, трибуны взорвались от радости победы земляка. Олег Фомин. Вот он во всей красе. Победу одержал Олег Фомин. Да, поздравляем Олега. Показал красивую борьбу. Соперник был на самом деле очень грозный, сильный. Да, и играет с публикой. Жаль, что это не финал, да. Но тем не менее, поздравляем Олега с его прекрасным выступлением. Показал, что может, да. За бронзовую медаль. Отличный захват взял скрестный. Ну, вот это такой скрестный захват. Это почти болевой прием, от которого, да, очень сложно защититься. Практически невозможно, наверное, выдержать такую боль. Так, мы идем далее. Это у нас второй поединок за бронзовую медаль. Монгольский борец из красного угла Батарху, его соперник Игорь Упхоев. Игорь Упхоев, кстати, сотворил главную сенсацию на турнире в этом весе. Он убрал с пути, да, победителя первенства России, призера юношеских европейских игр, чеченского борца Магомедамина Альтимирова. Там счет был 2-2, и на самой последней секунде вырвал победу, заработал свой победный балл.
И вот Эльтемиров даже он не поборется за бронзу. Ну а в финале этой категории мы ожидаем схватку Заурбека Бугулова и Ростислава Королева. Если бы, да, не досадная травма на сборах у Станислава Свинобоева, то наверняка бы тут ситуация была бы кардинально изменилась бы. И, скорее всего, в финале мы бы увидели нашего лидера Станислава. В этом я не сомневаюсь. Да, у нас пока все тихо, мирно, скромно. 2 минуты почти позади. Но нет. Фиксации не было. Упкоев выиграл еще 1 балл. 0-2 счет. Неплохой борец. Упкоев хорошую борьбу показывает на нашем турнире. И пока что он к этому времени заслуживает бронзовую медаль. Едва не заработал еще 2 балла. Монгол прошел в ноги, но Упкоев его очень грамотно встретил. Да, близится к завершению первый период. 0-2 пока. Смотрим сейчас, как набирал свой балл Игорь Упкоев. Вот здесь он мог сразу 2 взять, но не получилось. В итоге пришлось вытолкнуть соперника за ковер. Второй период. Да, на нашем турнире сегодня участвовала, сегодня и вчера, за 2 дня порядка 11 борцов из республики, не республика, а из Монголии. Но вот только у пока Баатарху есть возможность завоевать медаль наших соревнований. Но пока это дело сложное. Он проигрывает со счетом 3-0 Игорю Упкоеву.
Хороший проход в ноги. И отсюда сколько баллов возьмет? 4 будут, дадут. Да, именно 4. И Игорь Упхоев оформляет уже 7-0 в свою пользу на табло. Пошел ва-банк сейчас монгольский борец Батарху. Но чересчур открыто было. Зато вот. Да, и 9-0. 2 балла еще накрыл. На 2 балла накрыл Упхоев. 9-0. И совсем печально для монгольского борца. Будет накат. Переворот. И 11-0. Игорь Упхоев становится вторым бронзовым медалистом нашего турнира. В весовой категории до 70 килограммов Поздравляем победу, с очередной медалью техническую победу команду одержал Республики Бурятия. Игорь Упхоев, Республика Бурятия. И тем самым становится... Поздравляют его якутские трибуны, болельщики провожают аплодисментами. На ковер приглашаются Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, Ростислав Королев, Кемеровская область. Борьба за первое место. Вот повтор. Итак, у нас сейчас финал. Весовая категория до 70 килограммов. С красного угла стоит Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Его соперник Ростислав Королев из Кемерово. Фаворит на бумаге Бугулов. Он является серебряным призером первенства России. Как раз в финале того первенства он проиграл нашему Станиславу Свинобоеву. Ну, такой опытный борец Бугулов. Вязкий, всегда идет вперед. Ну и Ростислав Королев сегодня тоже показал очень яркую борьбу. Кемеровчанин. Ростик, свое на шаг. Свое на шаг. Весовой категории до 70 Ногами, Он является серебряным призером первенства России среди юниоров. Его соперник синим триком Ростислав Королев из города Кемерово. Он является победителем Сибирского федерального Так, ну, округа. кому-то надо уже вынести предупреждение за пассивную борьбу. И включить секундомер. Красный пассивный период. И да, Ростиславу Королеву дается 30 секунд. Если за это время он не наберет баллов, то Заурбеку Бугулову дадут 1 балл. Бугулов прошел в ноги, забежал за спину и заработал еще 2 балла. На табло сейчас станет 3-0 в его пользу. Ну да, в отсутствии нашего Станислава Свинобоева лидер в стране — это Заурбек Бугулов.
Обрабатывай, обрабатывай. Неплохо прошел сейчас Ростислав и выиграл 1 балл. Давай, все, пошел, 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 пошел. Ух ты! Ну, это был обратный прием на 4 балла. Чистый обратный. Синее действие делал. Да, хотя сейчас летит на ковер челлендж. Синий кубик. Ну, а мы с вами посмотрим повтор вот этого броска и попытаемся разобраться, было ли там 4 балла или все-таки это был бросок со стороны Королева. Да, это был обратный прием, потому что как такового захвата у Королева и не было же. Да? Ну, это на мой такой субъективный взгляд. Хотя, скорее всего, и так и будет. Судьи вынесут решение. Главный судья у нас Салтан Засеев. Бессменный главный судья соревнований памяти Дмитрия Коркина, который проводится регулярно в Якутске. Смотрят. Вот он, Заурбек Бугулов. Фамилия такая якутская, да, Бугулов. От слова Бугул, возможно. Челлендж проигран. 4 балла Да, красному. как и мы и предполагали, челлендж проигран. И счет у нас 8-1 уже в пользу Заурбека Бугулова. Да, Бугулов не торопится. Но, хотя, скорее всего, после перерыва он завершит этот финал технической победой. Ну, да, прошел в ноги сейчас Ростислав Королев, как только прозвучал свисток арбитра. И хорошая возможность сейчас взять 2 балла. Но какое сейчас контрдействие исполнил Бугулов, но пока никому из борцов балла не дали. Все по-прежнему. Попался сейчас на накрывание, но это был скорее срыв. Дали 2 балла еще Бугулову. Еще 1 балл, и потом будет явная победа. Победа за явным преимуществом. Так, пошел. Вроде бы Ростислав Королев старается, да, проходит, атакует. Но все время наверху оказывается Бугулов. Вот он активен, да. Ногами. Ростислав Королев все время ищет. Не вставай.
Возьми пятки! Будет ли 2 балла? Да, судья дает. Рефери, боковые арбитры соглашаются. И победа со счетом 12-1. В весовой категории до 70 килограммов Заурбек с явным Абугулов техническим преимуществом победу одержал Одерживает Заурбек победу и Абугулов, Республика несет Северная Осетия, Северную Алания. Осетию Аланию Тем самым золотую становится медаль золотым призером нашего турнира. этого турнира. Вот он, яркие моменты этой схватки финальной. Дорогие любители вольной борьбы, гости и участники соревнований. Ну а сейчас состоится церемония награждения в 2 весовых категориях до 61 и 70 килограммов. Летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен в 1972 году. Весовая категория до 61 килограмма. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеру чемпиона производит серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира, призер чемпионатов Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Якутской АССР Александр Николаевич Иванов. Так, ну награждение сейчас проведет Бронзовой медалью Александр награждается Иванов, Айтал Громов, Республика Саха, серебряный призер Якутия. Олимпийских игр. В этом весе у нас 2 бронзы у Айтала Громова и Валентина Бурнашова. Бронзовой медалью награждается Валентин Бурнашов, Республика Саха, Якутия. Серебряной медалью награждается Борис Баршуев, Иркутская область. И, наконец, за первое место золотой медалью награждается Дамдин Циринджапов, Республика Бурятия. Его тренером является Базаров Бандан Цидин Дамбаевич. Также награждается за 3-е место сертификатом. За 3-е место. Также сертификат вручается серебряному призеру Борису Баршуеву. Сертификат за 1-е место вручается Дамдину Циринджапову. За 1-е место. На ковре начинаются поединки в весовой категории до 79 килограммов. Приглашаю Весовая категория до 79 килограммов.
схватка за бронзовую медаль. Илья Долгопятый, Республика Молдова, и Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. Так что один из бронзовых медалей в данной категории Ввиду едет травмы либо соперника, в Молдавию, победа присуждается либо в Белоруссию, хотя тут все Республика видно. Беларусь. Ввиду снятия врачом Долгопятого бронзовую медаль выигрывает Дмитрий Денисеня. О радостях На он ковер убегает. приглашается Артур Да, и Говоров, Борис вторая схватка Гаврилов. за Оба представителя бронзовую медаль. Республики Саха-Якутия. И эта схватка Борьба будет чисто за якутским. бронзовую медаль. Артур Говоров, Республика Саха-Якутия, и Борис Гаврилев, два якутских борца, будут оспаривать бронзовую медаль. Вот он, Артур Говоров, молодой совсем борец. Да, ну здесь все молодые. Артур Говоров и Борис Гаврилев. Болеем за красивую борьбу здесь, за яркую борьбу. Будем надеяться, что борцы подарят хорошую борьбу, зрелищную, результативную. Да, активен пока Артур Говоров. Артур Говоров все время находится в центре ковра, и сейчас арбитр предупреждает Гаврилева, просит, чтобы боролся он более активно. Да, и пассив дается Артуру Говорову. Ну да, борцы получили по одному устному предупреждению за следующие замечания. На табло включится секундомер. Экватор финальных схваток у нас пройден. Впереди вот эта схватка и борьба за золото в категории 79 килограмм. А затем выйдут борцы веса до 92 килограммов и самая тяжелая весовая категория 125 килограммов. Там у нас две схватки ожидает. И наиболее интересно здесь, мне кажется, Данил Иванов и Михаил Зинов из Кемерово. Вот эти борцы разыграют серебряную медаль, а золото, скорее всего, достанется Никите Горбунова из Воронежа.
Итак, первый период завершен. 1-0 в пользу Артура Говорова. Его секундирует старший брат, старший товарищ, известный борец наш Андриан Ленский. А в углу Бориса Гаврилева Николай Романович Данилов и Вячеслав Ефремов, мастер спорта, чемпион республики. В свое время показывал хорошие результаты. Кстати, призер чемпионата России Вячеслав Ефремов 2016 года в категории до 61 килограмма на чемпионате России, прошедшем в Якутске. Вячеслав был бронзовым призером. Итак, Борис Гаврилев прошел в ноги и сейчас может выиграть 2 балла. Да, берет 2 балла. И там опасное положение скрестного захвата. Кстати, хотя, скорее всего, будет стойка. Пока не очень активен Борис. Судья дает им работать. Да, стойка. И Борис Гаврилев уже повел в счете 1-2. Минута остается. Терпеть надо Борису сейчас. А Артуру Говорову, наоборот, атаковать. Все время идти вперед. Да, и Борис зарабатывает еще 1 балл. Счет становится 1-3 уже. 1-3. Один балл отыгрывает Артур Говоров. 2-3. И за 36 секунд Борису надо выиграть. 2 балла ему нужны. Если счет он сравняет, то победа достанется все равно Борису Гаврилеву за счет качества набранных баллов. И Борис Гаврилев сейчас будет обороняться, хотя отдает ногу, но нет. Сейчас он будет держать и убьет время. Да. Борис Гаврилев, поздравляем молодого борца из Сунтара с бронзовой медалью всероссийского турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева в категории до 79 килограммов. Вот он, Борис Гаврилев. На ковер приглашается Арсений Джуаев, Республика Северная Осетия, Алания, Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. Борьба за 1-е место. Судейскую бригаду на ковре представляют руководитель ковра Андрей Подсевальников, арбитр Юрий Даричев,
Боковой судья Абакар Апиев. Итак, у нас финал. Категория 79 килограммов. На ковер синего угла вышел Аюр Жикжитов, очередной представитель Республики Бурятия. Ему будет противостоять борец Арсений Джоев, Республика Северная Осетия, Алания. Борцы в центре ковра. Итак, финал. Арсений Джоев и Аюр Жикжитов. В красном трико борьбу ведет Арсений Джоев, представитель Республики Северная Осетия, Алания, из города Владикавказ. Его соперник в синем трико Аюр Жикжитов из города Улан-Удэ, Республика Бурятия. Он является чемпионом Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа среди юниоров 2022 года. Пока 0-0. Активен все время Джоев. И Жикжитову выносится предупреждение. И 30 секунд. После этой встречи у нас останутся еще два веса, 92 килограмма и 125. Там тоже будут представлены наши борцы, в особенности в категории до 92 килограмма. Евгений Аронов поборется за бронзовую медаль. И в категории свыше, не свыше, а до 125 килограммов наших двое. Это Михаил Нестеров и Даниил Иванов. У Даниила Иванова схватка будет носить принципиальный характер. Он борется за серебряную медаль с Михаилом Зиновым из Кемерово. Да, честно признаться, немного скучный финал. Да, вот скучают уже наши болельщики на трибунах. Копаются в смартфонах.
Второй период схватки. Арсений Джоев представляет Владикавказ. И его соперник Аюр Джигжитов из города Улан-Удэ. Еще один балл зарабатывает первый рабочий в этой встрече. 2-0 в пользу Арсения. Еще один балл. 3-0. Да, по одному сейчас решил набрать Арсений Джоев баллы. Хотя арбитр за это действие баллов не дал. Нет, не дал. Да, еще один балл. Четыре 0. Смотрим на судью. Дает еще один балл Арсению Джоеву. Вот эти все его 5 баллов он набирал раз за разом. Ничем пока не может противостоять Аюр Жикжитов. Все его атаки, все его попытки блокируются. И теперь еще один балл будет. 6-0. И еще один балл за пассив. Все верно. В итоге у нас на табло уже 7-0. И проход в ноги 9-0. 2 балла за это. И, скорее всего, будет попытка наката переворотом. И 11-0 побеждает в нашей схватке Весовой категории до 79 килограммов Арсений Джоев. Приносит команде Северной Осетии Алании еще одну золотую медаль. Осетия Алания. И тем самым становится золотым призером этого турнира. Поздравляем борца, члена сборной России. Ну а пока сейчас будет церемония награждения борцов весовой категории до 70 килограммов. Памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 70 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеру чемпиона производит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, народный депутат Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха, Якутия Павел Павлович Пинидин. Бронзовой медалью награждается Игорь Упхоев, Республика Бурятия.
Бронзовой медалью награждается Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. Серебряной медалью награждается Ростислав Королев, Кемеровская область. Золотую медаль получает Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Его тренером является Дудаев Эльбрус Ильич. Также участников и победителей и призеров награждают сертификатами. Третье место Игорь Упхоев, Олег Фомин. За второе место Ростислав Королев. За первое место Заурбек Бугулов. Фотография на память. Олег Фомин завоевал бронзовую медаль в этой категории. Наградил лауреатов турнира олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин. Сегодня начинается поединки весовой категории до 92 килограммов. Приглашается Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Борьба за третье место. Итак, на ковер приглашаются очередная пара борцов. Весовая категория до 92 килограммов. Схватка за бронзовую медаль. В красном углу Евгений Аронов. И его соперником станет Аюр Немаев. Тоже очередной представитель Республики Бурятия. Евгений Аронов, наш спортсмен, родом из Мирнинского района. Родной брат его Андрей Аронов, известный борец в республике, призер республики, призер, победитель многих всероссийских турниров. Вот это его родной брат, тоже богатырь, как мы видим, выступает уже в свои годы в этой категории тяжелой. Да, ну пока идет борьба за позиции. Пассив. Первый устное замечание дается Аюру Немаеву. А теперь устное замечание получает и сам Евгений. Дал повод арбитру. Постоянно диктуй. Голь захват. Борьба за центр. Так, пассив. Очередной
выносится бурятскому борцу и включен у нас на табло секундомер. Ух ты, получился бросок на 4 балла. Или на 2, на 4, да, оценили судьи. Попался Евгений Аронов. Ух ты, еще накатил 6-0. Да, и положение у Евгения сейчас совсем тяжелое. 0-8 он горит. Настройся. Соберись. Ты ничего не теряешь. Борис. Не стой. Время на тебя не работает. Не стой. Попытка набежать за спину. Да, ну и у Аронова сейчас была тоже возможность заработать свой первый балл в этой схватке, но не хватило чуть-чуть. Итак, первый период у нас, к сожалению, не в нашу пользу. Схватку со счетом 8-0 ведет Аюр Немаев. Смотрим за яркими моментами вот этой встречи. Да, вот этот бросок. А далее накат. И накат был 2 раза даже. Сейчас тоже последует очередной переворот. Надо научиться бороться. Двигайся. Угроза. Вот, пожуйте. Двигайся на ногах. Стоит. Вот так. Борис. Попытался сейчас броситься в ноги Аронов, но сам в итоге попался на контрприем от Аюра Немаева. И победа чисто технически 10-0. Бурятский баттер Аюр Немаев увезет домой На ковер Улан-Удэ приглашается бронзовую медаль в категории до 92 килограммов. Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. Борьба за 3-е место. Очередная схватка за бронзовую медаль сейчас нас ожидает. Та же весовая категория, 92 килограмма. И на ковер выйдут Павел Дятлов, команда Белоруссии. Вот он, Павел Дятлов. Его соперник Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания. Плиев, кстати, представлял сборную России на этом турнире. Является призером первенства России. Но его в полуфинале очень уверенно одолел воронежский борец Егор Бельских, который сегодня выступит, кстати, в финале. Мы посмотрим. Там интересная пара. Ислам Кильчуков, Москва, и Егор Бельских, Воронеж. Команду сборной Белоруссии юниорскую привез старший тренер Владислав Андреев, наш титулованный земляк. В прошлом году состоялись проводы
Владислава Андреева из большого спорта. Мероприятие с широким размахом прошло в городе Нюрба. Я туда ездил, да, на мероприятие, и было много интересных событий. Одним из таких моментов стало вручение ключей от автомобиля УАЗ Патриот Владиславу. Вот так его любят и ценят земляки из Нюрбинского района. Живет Владислав сейчас в Минске. Работает тренером старшим среди юниоров. И вот эту команду. А пока у белорусов 2 медали. Даже 3. А вот, кстати, Дмитрий Денисеня выиграл медаль. Без схватки. Соперник не вышел. И сейчас Павел Дятлов может привести команде 4-ю медаль. Посмотрим. Ух ты! Там. Главное, чтобы травму не получили борцы. Далеко за ковер ушли спортсмены, но, видимо, все нормально. Мог там легко получить травму. Первый период подходит к концу. Надо выстоять. Да, и запоздал с этой атакой Алан Плиев. Да, смотрим сейчас вот за этой атакой. Ух ты, нередко такое увидишь. Не часто, то есть. И Павел Дятлов уже готов к продолжению поединка. Борцы весовой категории до 92 килограммов. Серьезный вес. Активность, борцы, активность. Пальцы, синий пальцы. Две минуты остаются у нас. Ух ты. Опасный момент. Балла нету. Да, и все-таки зарабатывает 2 балла Алан Плиев в этой
круговерти. Минута 20 остается Павлу Дятлову. Надо что-то сделать. Попытка прохода тоже не увенчалась успехом. Ух ты! Да, там всего 1 балл. Скорее всего, будет засчитан как вынос за ковер. И нет, все-таки 2 балла дали. 5-0 у нас на табло. Дятлову надо рисковать. Другого выбора нету. 1-5. И его спасает только 4-бальный бросок сейчас. 4-бальный бросок может спасти Дятлова. Что и сейчас будет, наверное, попытаться. Ух ты. И в итоге сам удолбал. 1-6. Еще 1 балл. 2-6. Но уже поздно. Поздно спохватился. Хотя нет. 2 балла еще взял. 4-6. 4-6. Но. Время уже стекло. Победу все равно одержит в этой схватке. И уже одержал Алан Плиев. В весовой категории до 96 килограммов победу одержал Павел Дятлов. Павел Дятлов побеждает. Кстати, главный судья показал пассив. Победу одержал Вот за его последние действия. И Республика Северная Осетия. интересный момент. Бронзу везет Павел Дятлов, который провел прием на самой последней секунде. И Алан Плиев поплатился. На ковер приглашается Вроде бы вел со счетом 6-1, но проиграл. Итак, финал у нас. Финал. 92 килограммов. Ислам Кельчуков, Москва. Красный угол. И Егор Бельских, Воронеж. Егор Бельских мне очень понравился в предварительных схватках. Победил он, кстати, вот Алана Плиева. По кругу разворачивайся, давайте выталкивай его. Судейскую бригаду представляют руководитель ковра Александр Донзаленко, арбитр Сергей Семенов, боковой судья Максар Жанчев. 1-0. Ислам Кельчуков. Вот он сзади уже на полу быть. Надо спешить, Егор. Переработай. Переработай, что руку нажать? Развернись. Загрузи руку.
Разверни ногу мы не оттуда. Вот, развернись, Егор. Стойка. Егор. Баллов Оставляй здесь руку или левую. нет. Сам руками работай активнее, Егор. Воронеж вперед, кричит один из болельщиков Давай вспевай. на трибунах. Еще. Раздергивай. Вниз, назад. Дальше. Молодец. Да, и вот это Молодец, Егор. он услышал Так, крики давай, бивай. его болельщиков. В красном И счет у нас становится 1-1 борьбу ведет в пользу Воронежа. Егора Бельских. Города Москва. Он является чемпионом Европы среди юниоров, двухкратный серебряный призер России. Его соперник в синем трико Егор Бельских из города Воронежа. Он является Разбалтывай. бронзовым призером первенства России среди юниоров. Еще ручками работай, Егор. Потеснил, продерни. Вот, еще. Еще, Егорка, еще. Добавляй, Егор. Добавь, Егорка. Егор. Нормально. Егор. Там небольшие технические неполадки с табло. Егор, не давай. Сейчас быстренько устранят, и мы продолжим соревнования. Так, у нас продолжается соревнование, схватка. Поддавливай, только не проваливайся. Еще, ручками, Егор. Пока 1-1. Борцы уходят на перерыв. Это у нас финал, весовая категория 92 килограммов. После этого финала состоится церемония награждения лауреатов категории до 79 килограммов. А потом и останутся еще две схватки в весовой категории до 125 килограммов. А в этих схватках будут бороться наши якутские борцы. Так что далеко не уходите. Ворачивайся, там цель занимай. Егор, не давай руку сбивать. Так надо было. Пойдет. Дальше, давай, спеши. Так, Бельских Егор проходит ноги. И 4 балла. Бросок есть чистый. Если не 5, ну 4. Точно. Еще один переворот. Красиво было. 7-1. А в мгновение ока еще стал. Еще. Еще один накат. Да, вот это. Золото. Ух ты, тут и еще и накрывание может быть. Опасное положение. Счет у нас такой. Сейчас 3-9. 2 минуты до конца встречи. Давай руку вставляй. Понял? Егор. Отходить надо сейчас. 3-9. Покрова разворачивай. Разворачивай, сказал, не пяться. Все, центр контролируй, Егор.
Контролируем, давай руку бивать снизу. Не надо, не лезь, захват. Взял захват сейчас Не надо, Егор. Ислам Кличуков. Будет, наверное, попытаться исполнить бросок. Не надо, Егор, лезь туда. Надо ему вот это. Да не лезь. Потому что уступает в счете с отрывом 6 баллов. Но, тем не менее, сам попадается. 2 балла Не отдают надо катить, Егор. Егор, не надо Егору катить. Бельских. И счет у нас 3-13. Все идет к тому, что... Егор, Так, челлендж встань, тряхни. Подыши. Егор, я сказал, не лезь, захват. от красного угла. Срыв атаки, наверное, хотят посчитать. Дать, походи, подыши, Егор. Егор, подыши. Возможно, они будут и правы. Не надо экспериментировать, не надо здесь захват. Слышишь, нет? Челлендж оправдан. Риск не наказывается. Челлендж выигран. Это был срыв атаки. И счет у нас станет 3-9. Ты куда ты? Не лезь, сказал! Не лезь! Вот, выходи оттуда! Выходи оттуда! Молодец, вот так! Не лезь, захват! Не лезь, захват! Не лезь, сказал! Все, правильно стоит! Правильно, Егор, стоит! Вот так! — 45 Молодец, секунд. выйди, по кругу, развернись! Развернись! Стоять! Кельчунов атакует. Кельчуков. И еще 1 балл берет. 4-9. Отрыв сокращен до 5 баллов. И такое, да, психологическое преимущество сейчас на стороне у борца в красном трико. Он должен догнать. И всеми силами пытается это сделать. 23 секунды на табло. Встань! Спокойно. По кругу разворачивайся и все, Егор. Тихо. Стоять! Попытка была сейчас исполнить лампочку, но неудачная. И золотую медаль увезет в Воронеж Молодец, давай, себе домой Егор Бельских, бронзовый призер первенства России этого года. И, кстати, представители Воронежа увезут 2 золотые медали нашего турнира. Еще одну золотую медаль, я в этом уверен, завоюет на 99,9% Никита Горбунов в категории до 125 килограммов. Поздравляем Егора Бельских. Да, русский богатырь. Уважаемые любители вольной борьбы. Ну а сейчас состоится церемония награждения борцов. И участники соревнований. Мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 79 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров производит чемпион Европы и России, тренер сборной команды России по вольной борьбе среди юниоров, старший тренер Республики Дагестан среди юниоров Шамиль Кудиамагомедович Кудиамагомедов. Бронзовой медалью награждается Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия. Бронзовой медалью и дипломом награждается Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь.
Серебряной медалью и дипломом награждается Аюр Жикжитов, Республика Бурятия. И, наконец, золотой медалью награждается Арсений Джуоев, Республика Северная Осетия, Алания. Также вручаются сертификаты за 3-е место Борису Гаврилеву, Республика Саха-Якутия, и Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь. Сертификат за 2-е место присуждается Аюру Жикжитову, Республика Бурятия. Сертификат за 1-е место присуждается Арсению Джуоеву, Республика Северная Осетия, Алания. Начинаются поединки в весовой категории до 125 килограммов. Третий круг. Приглашаются Никита Горбунов, До конца Воронежская область, Михаил всероссийского турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева остается всего 2 схватки нам увидеть. Супер тяжелая весовая категория до 125 килограммов. На ковер приглашается Никита Горбунов, еще один представитель Воронежской области. Против него выйдет Михаил Нестеров. Ему будет в этой схватке очень и очень тяжело, потому что Горбунов очень сильный борец, представляет сборную команду России, является призером первенства России. Никита выиграл 2 предыдущие схватки у Данила Иванова и Михаила Зинова. В этой категории было заявлено всего 4 участника, поэтому борцы проводят, выявляют сильнейшего путем по круговой системе. Каждый с каждым борется. И пока у Михаила Нестерова 2 поражения было, а у Никиты Горбунова 2 победы. Лампочка. Прием. Увидел сейчас. Пересчитал лампочки на спорткомплексе. Михаил Нестеров. Руки не ложи. Далеко, ближе подходи, опять вытягивайся. Еще 2 балла забирает Горбунов. 4-0. И сейчас постарается провести. Нет. Далеко. Сам работай. Аптечку, видишь, встает. Да, самая интересная схватка состоится последним. Там у нас будет борьба за серебряную медаль между Данилом Ивановым и Михаилом Зиновым из Кемерово. Горбунов идет на накат. Еще раз накат. И 10-0 за минуту 50 секунд. Весовой категории до 125 килограммов. Никита Горбунов уверенно становится победителем нашего турнира, посвященного 50-летию Романа Михайловича Дмитриева, его победе на Олимпийских играх в Мюнхене. Данил Иванов, Республика Саха-Якутия, Михаил Зинов, Кемеровская область. Вот лампочка.
А это прием из арсенала Леонида Спиридонова. Проход в пятки. Итак, последняя схватка, завершающая наш турнир. Даниил Иванов. Вчера во время торжественного открытия ему вручили знак мастера спорта Российской Федерации по спортивной борьбе. Даниил Иванов, борец из Хангаласского Улуса, является абсолютным чемпионом игр Манчары прошлого года по борьбе хапсагай. Является призером первенства России среди юношей, а также неоднократным победителем первенств Дальнего Востока. Даниил Иванов. В прошлом году он был триумфатором на турнире Романа Дмитриева. Опа! Нашеребало вообще. Вообще, да. Вот это поймал Даниил Иванов соперника. И вот этот бросок должен пойти на всевозможные хайлайты. Красивый бросок. Чистый. Причем исполнение было. И пока мы ведем схватку 4-0. Но соперник серьезный, да. Михаил Зинов уступил вот победителю Никите Горбунову всего в 1 балл. Там еще челлендж был в их схватке. Физически очень сильный, мощный, настоящий русский богатырь Михаил Зинов. Итак, смотрим на арбитра. Пока на табло 4-1. Да, 1 балл дается все-таки Михаилу Зинову. Там было обоюдное. Но первым все-таки вышел за ковер наш борец. Минута остается до конца перерыва. И Даниил Иванов проходит в ноги соперника. Хороший захват. И 2 балла. 6-1. Ну, вот это коронное движение. Коронный проход Даниила Иванова. И пока все складывается очень даже удачно для якутских болельщиков, для якутской команды. Наверняка схватку смотрят и в Хангаласском Улусе, откуда родом Даниил. Болеют, переживают. Ну и вся республика, я убежден, что они болеют за Даниила Иванова. Так, здесь надо сохранить баллы. 13 секунд, 12. Да, ух ты, опасно было. Но в любом случае благополучно для нас. Последние секунды. 4 секунды остается. Да, и борцы уходят на перерыв. 6-1. Иванов, Данил впереди.
Вот он, его 4-бальный бросок. Украшение завершающего дня соревнований в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Ну, а вот это его второй проход. Ведем 6-1, отрыв 5 баллов. Надо стараться их сохранить и при случае еще и прибавить в баллах. Тогда серебро у нас в кармане будет. Михаил Зинов из Кемерово вышел заряжен на второй период. Все время идет вперед. Две минуты остается. Минута 50. И пока Михаил Зинов не может найти ключ к успеху, все его попытки встречает, блокирует наш борец Данил Иванов. Ну, рисковать Иванову сейчас незачем. Время идет, играет в пользу Иванова. Минута 10. И чуть-чуть подустали оба борца. Это видно. Последняя минута, 45 секунд остается. Остались ли силы на последний штурм атаки у Михаила Зинова? Посмотрим сейчас. — 25 секунд. Зинова спасает только 5-бальный бросок. И Данил Иванов становится обладателем серебряной награды. Он обменял прошлогоднее золото на серебро. Тем не менее, вот этот результат мы будем считать, что хорошим результатом, высоким достижением нашего молодого борца. Поздравляем Данила Иванова. Ну а теперь состоится церемония награждения в весовой категории до 92 килограммов, а затем и 125 килограммов. На этом наш турнир завершается. Приятно, что турнир завершен на такой ноте мажорной, скажем, да, потому что Данил Иванов принес серебряную медаль и тренер молодежной сборной команды России по вольной борьбе, старший тренер Республики Северной Осетии Алании среди юниоров. Якутские борцы всего завоевали 1 золотую, 2 серебряные медали. Золото у Льва Павлова, 2 серебра у Ивана Потапова и Данила Иванова. Также бронзовые медали у нескольких наших борцов. Это и Валентин Бурнашов, и
Олег Фомин. Бронзовой медалью награждается Аюр Немаев, Республика Бурятия. Серебряной медалью награждается Ислам Кильчуков, город Москва. И, наконец, золотой медалью награждается Егор Бельских, Воронежская область. Также золотой медалью награждается тренер Геннадий Викторович Холодков. Награждаются сертификатами бронзовые призеры Алан Плиев, Республика Северная Осетия, Алания, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Сертификат за второе место получает Ислам Кильчуков, город Москва. Сертификат за первое место получает Егор Бельских, Воронежская область, а также его тренер Геннадий Викторович Холодков.
Münür balıktı var adamın kahve da var. Hatta onços tukana kaptım 2 günge. Betete. Kada, tuata kuydatın du, hanarga atındı. Evet. Onu kahan hangi sezon takkarat olacağını tuktudur. He bu da ki. Tu çuga hatayı, bir yemete bu geldi. Balağın 19 günlükten hağılanır. Evet. Ama bir yeri bu atak taktı. Dua. Ha. Çemele hep bitti. Во времена Российской империи Крым никогда не был украинским. Мы возвращаем свое, конечно, восстанавливаем историческую справедливость. С нашей стороны это был упреждающий удар, такой превентивный, можно сказать, в защиту суверенитета, ну и жизни, безопасности вот наших сограждан.
Сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники ДНС снова радует выгодными предложениями. Теперь при покупке бытовой техники комплектом вы получаете сразу 2 выгодных предложения. Вам остается только выбрать. Скидка 10% на выбранный комплект товаров или бонусы про запас в количестве 15% от стоимости вашей покупки. С ДНС выгодно всегда. Наступила новая эра в мире снегоходов. На смену старой школе приходит мороз. Пора ускоряться, покорять новые вершины, брать все здесь и сейчас. Магазин «Мотоцентр» представляет лучшего в своем роде. Он не боится холодов. Он и есть мороз. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног – 1000 рублей. Звоните 319 019. Мощные, выносливые, надежные квадроциклы от компании «Сибирские вездеходы» с независимой подвеской, сверхнадежной трансмиссией, мощными моторами и шинами низкого давления. Собери свой квадроцикл «Сибирские вездеходы». Ваш ребенок постоянно сидит в телефоне? Превратите любовь к гаджетам в полезные навыки. IT-школа «Алтан». Курсы по программированию, цифровому рисованию, создание собственных проектов, полезные знания и навыки. Откройте ребенку мир IT вместе с «Алтан School». Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 000 рублей. Выставка в спорткомплексе «Мадун» с 7 по 18 сентября. Якутск, 2022 год. Кая бағар мұннығыттан, салғынынан да, темер да, аян да солынан, сып-сылас, сып-сырдық жеғар келерін, тоққа деден мәммет омноллыват түген. Санан көрбік күтті. Биһиги бирді баттан кәбе әппетін кытта тота, жебит уотунан толара, қас емесаллар тоқары тұхынчанан кеге жанырдақ өлететтен, билететтен көрүтеттен тақсарын. Ырах 1913 сыллаққа Жакускайга бастакы 110 киловаттақ быйкайкан станция холбонан 200 жеға уот сандарыз гыммыда. Сол иис барамысланны сайдыдың кытары 1930 сыллартан сағалан бастакы паратурбииннай, онна дизельнай электростанциялар тутулдан сағаламмыттара. 1937 сыллаққа Жакускайдағы тэц үліға келбіді. 1941 сылга нонно сүрбе ағыз электростанция үлелейді. Бейхені сылларға колхозтарға, сопхозтарға, нәхелектерге жоғыз электростанциялар нергетчі үлелі әбіттірі.
1960 сыллааққа бүлүтәғы кес тутута сағаламмыта, алмастақ сирдері арыйыны кытта ыға себәстәқ үлі. Сүрбей сүйе бір сүнкен тутута, онна республика арыға әргенін отынан қачыян, ити әңер бұраңысланы сайдытын мектейті болбыда. Эхилигер алмаз энергосейтерилтаға олығуран арғаңы электрический сетимнер олықтан олыр. Аны 1962 сыллаққа чүлманнағы грес бастықы очарата тұтулан бітер. 1966 сыллаққа сақа сирин энергетика егетін өссі бір ураты улақан солталақ Жокускайдағы грес тұтута сағаланар. Бу андойдуга бастықы ирбет тоңо сыбайы дәрәхтердәр айылға гағыттан оту әрі болбаққа ететейіні берер газотурбиннай электростанция болбыта. Ағыяқ сылы егер союз солталақ сақа сирин условиятыгар олықтоқ, андойдуга уратулеләқ от әбиектері, үләғі кириллері бұ дойду балысқанлық сайдыдың тоғыда. Ол күрдік 1967 сыл алтыннетігер бүлітәғі кес үләға кейрен от сетімлерінен күлібіретчі сүрбіді. 1970 сыллақтан Жокускайдағы грес бастық установката тегінетчілелі әбіді. Хеті күрдік күріләқ үлә баран ехер Нюрнгеритағы кес тұтулан сағаланар 1976 сыллаққа 2 бүлітәғі кес тұтулан бідер. Онтан Нюрнгеритағы грес 1913 сыллаққа олыққа келейті соғыру ұлыстарыңер энергетика комплекса сайдыдығар олығырбыда. 2 сылтан 2 ағысылға дере дойду рыночной сығыңы көхін. От тәрілтелері өз түрін қайысқаға арақсыбыттара. Оту оңыру, сетимлерінен ұйты, онына батары. 2 ағысыл отойығыр РАО энергетические системы Востока ден оғы келін регион оту ететейіні берер ұлақан тәрілті болбыда. 2 сыл өліғіме отунан қачылдытығар беле сыл. Манна бүлүтәғы гес пүстәғ ота 310 километрдәғ сетімінен кәлбіді. Кейін нелемен еннәғ сақабыт серін уғсыдар нәхелектерігер күн отын тұттар улақан батареялар 2 сылтан сағалаан тұран белеген авраллақтары бігергенен кеңіз тарғаннылар. Оны тағынан каратестер үгістік тұттулалар тексиге оны бұйқақ мұнсқа тыл күйін тұттар электростанция, оны сүрбеттен тақса күн отын туғанар станция үлелейлер. Жокускайдағы грес кымтата отунан қачылы үрді тұрарын ырырғатарын, үлеләбіден онно бүйенчі сыл болан териллері әлейлерін ұчуаттан Жокускайдағы 2 грес бастығы очарата 2-17 сыллаққа үләға кирбіді. Бу Россия оғы келен регионын бір саңа, онна анығы үйе ирдир бары қалыбығар эппеттер станция болар. Республика кейін энерго районын 36 бірғының отунан етейінің қачыр күстәқ онна қықтақ. Хеті күрдік республика энергетиката үйе егер бұйт қайқан станцияттан сағаланан балысқанлық сайдан бір сетім болан негіленнені бігедік отунан етейінің қачыян сайды солын уғансар. Бұрық отунан, бойығынан, масынанан, көтер алынан санабыт сиргер андойду қая бағар мұнығар тиер кық бар. Сүзчіға сыллағыта маннық болу дейбіппеп болар, кемітаға ебіде болла. Білігін солу иге қаята табықастағын талабыт, ыллыбыт та аянныбыт. Ол күрдік бейгі республика бітігер темір көлі аянныр солларын оғына 30 сығынчаттан тақса километрге тейді. Оны тағынан үрістері торур мосталар, ұмнас, өймөкөн, бүлі солларғар тұтылан аянлықтары абырылар. Марқа өрігі торур ораты бірайық 2-19 сыллаққа олыққа кейбіді. Күрге сестерін арыта сөрісеткен оғылан өрігінен сыры тоқтауаққа ағарын сетеспіді. Бұл моста бүлі аян солғар маннық тұту бастақы сүйеғінен болуған. Түйкен мостата үйе бүлі онын юрба ыққардыларығар сылы бұға аян қарғыға соғы боларын мәктеті. Атчығый батубия оңор моста сонтар онны мирней улустарын солын қолбады. Федеральный республика онны муниципальный солталақ солларға саңардылар, өрімөннүр үлелер тегінетчі баралар. Дорожная сеть проект черчетінен 2-ші сүлбет өтсілға республика солталақ сол өліде түрден бірғантан тақса үрді.
Куттала суақ уна качестволаақ аян соллара национальный проект итинен тыгынча 107 километр сол нормативка эппеттире сетихиллектәк, 102 километр сол тотуллар, уна тыгынча 5 километр сол капиталнай өрөмөнү ахыр. Борстойдук әттәккә бу үлелер түмүктәре манныкка арылычы көстөллөр. Урут Жакускайтан алданга 12 час аяннан тиер боллакка. Билигин бу сол тотулдан саңардылдан беритин түмүгер аян бириемете 2 төгүл кытчан 6 час болла. Жакускайтан юрүнгрига 16 час аяннан тиер боллакпытына. Билигин 10 чахынан элерден тиебит. Салгын транспора дойдулары сетимнир бөдөңейнге. Сака сере бу өттүгер кенники кемге эмие балысканнык сайдар. Республика аэропордара, самолеттар түһәр паласалара, аныга ирдебиллерге эппетир гына оңоһуллан, саңардыллан, кая дебелек улахан көтераллар көрсөр кыктаннылар. Республика онна Россия Убукилин регионун бир улахан авиакомпанията Якутия 5 арас кайысканан 760 пассажиры сылыгер тахар. Полярные авиалинии республика хигер 192 маршрутунан сылга 275 кереңинен кехини тахар. Арас ыксаллаах быгы майынгы түгеннергер, бахардары умуроруга, ырыхтары тахыга кылата сүнкен. Аян әйгетин бир улақан сетихите 2019 сылга аллара бестәкка темир сол арыллыта болар. Бу станция арыллыгыттан темир солунан жон аянныра балтара түгүл улатта. Ол курдук аллара бестәктен билеген бояһынан Владивостокка, Хабаровскайга, Благовещенскайга, Иркутскайга, Москвага тие аянны касып. Ук сыдырны электерге сыры күчүмәгайдарын учоттан у транспоргар үгүз болгомто уруллар. Өлүнөр хүнен сүрбе 1 километр усолунан аян олоктонно. Онтон 11 тыгынчата баракот сылдыр сола. Сылайы 300-305 кихи у арас транспорын өңөтүнен туханар. У флотун саңардар, у которойоннарга тахагахы терди быстала соқ барарын сетер сыллақ программа ылылан үлелер. Ол түмүгер судналар реновация бараллар, саңа у транспордара атылахыллан бу эйге салгы сайдыргар кыгылелер. Орта турудойтуга кеhi барахсан канна да сырыттар, тардыхар, ақтар саныр сире жеті уота болар. Сывақтақ балағантан сағалаан сақа кехите, көміс нәке уятын олыс мандырдық толкуйдан кечейен тутар үгесті. Туту салата олақ сайдыдын кытта тәбістенге қарыз тақал баққа қардылыр. Ол түмгер ирбет тоңа ара сүнкен тутулар жендейелер. Жакускай ирбет тоңа турар самай улахан корат болар. Манна келі башня 205 сылай 16 метре үрдіктәк. Ирбет тоңа самай уғын конструкциянан биллер. Республика ылжыттара туту өттүгер соғыр түгеннере. Бу жээлер атаққа, сыбайыларга тураллара, тоқ бар коммуникациялара, турбалара, сираннынан болбаққа, таска тураллара. Биллен турар бу барыда ирбет тоң кытанақ бравылаларын соңнуруттан. Маннык условияга олорорда терилтелер да жээлерин тутууга үгүс аттак соллак очонайдар үлелерин туханан, сир ирбетин тухуттан кени физический, механический, сылыяр туругун, тутуу эбиектерин кытта алтыгыга олар йыларын, тулалыр эгеттен тутулугун, онтон да атын өрүттерин үйрети билигинде барар. Bir onluk soruktaq tutunan Qotugulu İlingni Federalnay Universitet, onunla Sinet kampanya Sabaray anныгар жеген проекттары болар. Bir etestaq Sabaray anныгар turar jega ыллар олороллор, төгөрүк сыл жетула арас уларыйлары кетен көрөр үле барар. Бу проект түмүктөрө келин маннык жерлер төһө ниматы яхтарын, тоңмо сабыдылын, жон олороргар төһө табагастагын быхарыктара. Себеске кемне кораттарга тутуу үксе бир типтак Хрущевкалар, Сталинкалар ден аттанан биллер боллактарына 2000 сыллар сагаланыларыттан бу тосту уларыян авторскай архитектура, ураты типтак объекттер тутулган барбыттара. Bir onluk kolabורунан сака театрын билеңни жете болар. Жон олорор условиятын тупсарыга арас национальный, федеральный проекттар карбак жерлерден көһөрүү, сери бетерәннәрен, тулаяктары женен катчыйы, эдер ылларга, элбе коголоокторго, онна да нехилене атын араңаларга көмө болалар. 2000 сүрбе сыл түмүгүнен республикага опсая 310 сылай 6 квадратный метре олорор жети толлубута.
тупсары үлетигер болгомто уруллар. Тутуларга омук быгытынан уратыбытын көрдөрөр, арас немалар киреллер. Жоңго эреллээх олорорга табыгастаах оңоһулаах жээлери, аныгы үйе далаахыннаах сайдыытыгар эппиеттир, айылгабыт, сирбит уоппут уратытын учоттур, культура, спорт, медицине, ога аймак тоғуруга мустар эбиектерин жендетен, тутуу эйгете кимилээктик соолун телер. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 260091. В магазине «Унты» здесь новое поступление коллекции 2022 года по ценам 2021 года. Приглашаем всех к нам. Наш адрес Рыдзинского, 24/6. Магазин «Унты» здесь. Телефон 43 20 12. Покупать нельзя ждать. 2 жилых дома на Матросова 1 от застройщика СПЗ ДСК 5. Звони 33 13 28. Санаторий «Парус» на берегу Обского моря в Бердске приглашает на реабилитацию после COVID-19, лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, паразитоза, взрослых и детей. Вас ожидает индивидуальный подход, диагностика, клиника детокса, комфортное проживание, вкусное и полезное питание. Мы вас ждем. Саға сәрін олықтауқтара сынялан күнлерін уопускаларын атын дөйдігі тақсыбаққа арасыйя сирин отын керейлер. Қолыбыра Бурятия Республикатын коратыгар уланы дыға хаздағаны улустан мұстаннар темір көліннен айыннан тиен сыняланлар. Бұл Бурятия сирин мен хөбіләуітім ден бастатан туран климатын, бұдан сымнағас, айылғата киен кон, кихи ханатын оскуттар, кихи дұғата наға оскуяр, көңіллік тынағы. Улуу Бурятия сиригаттиен маңнайгы доқтубулунан уланыды кораттан 36 км тейче Хамар Дабан харибетанныгар турар Иволгинскай даттан болла. Сир арас мунныктарыттан калер ураты суалталах өтік сирдері. Манны көннері көрі әрі болбаққа арас кығылғалақ күрдігілер жон кәлері бит. Кей санатын расанар жікті бұғы майкын түмілік сирі. Это те самые главные тухтаран, достопримечательности. Вообще, улов сир арас мунныгуттан кәлелер хамбыла майти гелов били Элбәхсыл кедровой тоққа көмілден тағыстаға де, олық ұлу кейхаларын аспыт, етінне кәрелілер білі ол мәні көріден бол баққа рәбәлерін бағахан алырын әтелілер, кығалғалақ жон кәрелілер, ол күрдік нахал бақ кәпсән бар, баянайдар білі баралырын сағаны үңен баралар. Қарысқаллақ болары, раңатшылақ болары, бәлерін сірдеріттен, оттарыттан, әбігелеріттен көрдіген баралар. Оның хал бақ сушай бар, олық онына білен рады үдік кәрдер хыттақтарына Далайлама мәсөйне қарақтырағар көстен келен тымнақ қалы бүткен келендерін халбақ кейі кәпсір. Олихен білі мәні сир болбатақ, наға күстәғ энергетикалақ. Бұтын білен тұрар кейі қайдақ тұрықтақ жырыттан боллаға де қайдақ лынарыттан өскөтін олық ис санағыттан баға ханағын әттаққыны жақчы толыр. Оны ке қадақ берелдерде, маны көзілік байынлар. Освещенный интикағатын қас бейді кейі бәғатегілер әйтші хайчағатсы, бұнылық ұғыра хайчағат. Интикағат әйіға қарысқау күрдуық, ұридақатына қолабыра көмейкі тұриданы байыққатын сөпігін. Оның солтала. У каждого индивида есть разная методика подхода до достижения разных целей. И 4-я благородная истина говорит о том, что тот путь, который избрал индивид, он должен последовать. Это и есть конечный результат, а какой? Достижение просветленности. Так появился буддизм в мире. Я расскажу основание Иволгинского датана. Ведь теперь белая кобыла, перед ним сидит лама,
и проводят какой-то обряд, да. Именно в этой местности, где кобыла остановилась и началось распространение третьего центра буддизма Советского Союза. Почему именно белая кобыла? Потому что на ней восседает гневное божество, хранитель нашего времени, это Балдын Хама. Один раз в год по лунному календарю у нас проводится сагау, что в переводе означает перешагнуть время или другими словами Новый год. Именно благодаря отношению этим божествам, как Балдын Хама, мы проходим следующий цикл Нового года. Да? Соответственно, уважаемые гости, белая лошадь это символ чего? В первую очередь не только чистоты, но в первую очередь это переход из одного уровня в другой, цикличность называется. Она путеводитель, другими словами. Лама, что в переводе означает учитель, или же дословно лама преобразовывай, ла частица, ма материнская. То есть лама это тот индивид, который взращивает в себе благие нравственные вот эти качества, подобно матери к своему ребенку. И такое же отношение ко всем живым существам. Это и есть предназначение ламы, то есть ко всем относиться с любовью. Неважно кто и что, да? В Г-образной форме. Посмотрите, видите верхнюю картину. Беседка, камни в кучу сложенные, у него вокруг кедровый стержень, слева пробивает родниковая источник. Вот, именно где камни в кучу сложены, у него вокруг кедровый стержень, это то место, где кобыла остановилась. Она находится, когда вы выйдете, повернетесь на север, вы увидите крышу беседки. Она метров 10-400, такое тихое, уединенное место. Именно в этом месте кобыла остановилась он там. И, соответственно, построился Иволгинский досад. Что означает вот камни сложены в кучу, и у него вокруг кедровый стержень? В первую очередь это означает або, или поклонение хозяевам местности. И еще говорят поклонение хозяевам, не поклонение, а отношение хозяевам местности и воде, лосык и або называется. То есть або это такое сакральное место, где собирается вся родова или же все население определенного, да, места и делают отношение хозяевам местности, чтобы было процветание, да, плодородие, чтобы урожай хорошо был и так далее. И также рядом через 3 месяца пробил ключ. Это хорошо было знать, и тогда ламы сказали, что в этом месте будем строить Иволгинский досад. Мы называем священный барабан. На самом деле это хурды, что в переводе означает окруженный. Крутя барабан, в первую очередь у вас мотивация за благо других живых существ. Это может быть родители, дети и так далее, чтобы у них все хорошо было. То есть благопожелание делать. И после этого вы делаете наказ для себя. Вы должны понять, на каком уровне она будет нам помогать, когда мы что-то будем говорить, думать, говорить или делать. Старайтесь именно, чтобы мотивация, ваше действие совпадало, даже чтобы в какое время, в каком месте были условия для того, чтобы получать хороший результат. Закрывайте глаза, сперва подумайте о том, как у него хорошо было. Всегда что-то надо отдавать и за него что-то брать. Это вы даже в магазине, вы берете где-то на кассу, справа деньги даете, потом забираете, правильно? Вы сказали, когда вы о ком-то не хотите получить желание, чтобы оно не исполнилось, вы даже что-то дать. Подумайте о том-то, чтобы было не хорошо. Ол кенне сыннянан бөлігі аңдойдығы самай діргенен атыр бүткөлгі Байкалға күт уақылына экскурсияға ағылалар. Уыннан ұстаралынан үпрас көрінен қатағылатан жекте караяға омну бұлат түгендері біліқтер. Мы находимся с вами вот здесь, на КПП Забайкальского национального парка. Поедем мы сегодня вдоль самого длинного пляжа на Байкале, песчаного пляжа. Он трехцветный, протяженность его 43 километра. В устье реки Баргузин он белый, мы с вами увидим желтый песок и красный песок. Доедем мы до внутреннего залива в Баргузинском заливе, залив Култук называется. Култук с ивенкийского переводится как угол, а если дословно переводится, как подмышка переводится. И затем по подножию полуострова Святой Нос мы переедем вот сюда, вместе с Монаховым. Здесь нас ждет корабль. Мы на него садимся и по воде идем вот сюда, в бухту Змеиную. По пути видим несколько островов, заходим в бухту Змеиную. Allah kıhını bu hem yakınnaktırırsa, ondan ha çügey, ondan manna kelbit canlar bilden tıran ambastan ulu baykalga baransın yanallar. Baykal bolağına horaktır bilbettere bitse, bir her onunla bitti, onunla diyebit, tağıstı bud berek tıra dihanırlar. O konuk bol batak, baykal bud Allah keng elemen bollağacı. Onu kastağını
бөхөліктер балдар. Ол бөхөлік айы пляха атыңатын болар. Қолыбыра Горячинскай денге қамысқалақ болар пляха сәп, оны қолыбыра аға хастау жоңға хотчата хоқ болдағачы. Кихе қаман керен нада, хорықтырға залифтақ херегер бұдан сылас болар, береге комақтақ болар. Онна Байкалға сайын болдың, кіхін болдың, кихе қандық бағар көрін сәп. Хеп даже ұндық көрен нада даған дек қанады. Хем бір жыл қандық теметтен тұтылығы ол Байкал күстәқ энергетикалақ, наға кәрі көстүйләқ. Эти бұлта змеиные ден сәремен наға хәбілейбін. Кәләнген трашқа хыппытын әнді бір боларса, онтан ұрақтан кәлбет кехи, бұл ұлу байғалынан ұстан ихен көрір, қарағынан көрір көстүйләрі, де ара сәддірі ағабыт, ара состырафтыра ағабыт, олық атындық ылынар кехи. Онна байғалы күтті бір хедімге бар болағыр, ұстан ихенге. Оғылығы тәмете бір болаға, же бір көріңе. Онтан тиен баран горячий источникка хөтөләһенден ите олохаме ураты болар. Овсенан боңер динник аршаннар, горячий источниктар нахал бәхтәр кихи организмгар наха тухалах. Дорубияга тухалах. Ону чаһы болар баккон минутелах болар. Олы бара 10-15 минуте олар бутун кихи дорубиятыгар жайыта ден олыс күстәк болар. Онта ти бухта змеиный тидах битне бияха икке горячий источниктак болабыт. Температура татыңытын болалар. Бастан Байкалға жөрән тақсабыт. Байкал ута химбир хөрін болар жігінен. Олғынан баран, кихе кирдағана әтін синін үйерінен, олық күз уоқ заряд пәғатылаған. Антон Байкалсын жөрән тақсан баран, жа горячий источка ванны принимайдығыз. 10-15 минута. Ол кеттен жахи тоқ организмгі чуққа барытталық расслабиш болар. Олығын біле отдых с пользой. Мәні кәлдің хөтелән бардын дем болбата. Саха сәріттен кәлбіті алжыттары бір дөйділақтарын сирдән барытын көрдірі кәпсі сырытта Валентина Адамова. Кені ағата чорапчы онтан иеті бүлі ұлғыттан түрітті ақтар. Валентина бәйті аммал ұғыр түрәбіті онтан бірген ұлан ұдығы ораққа олықсуян олырыр. Ұлан ұдыға үксі бұраттыр олыралар. Кәлі мұқтарттан бағалар, монголлар, тулиннар, сақалар еме барбыт. Овсая группаға хүрбеттен таққабыт, бары бәйбептен білсәбейт, ыл болан қабыт кіргіттар, әжейдербейт, әбәлер бүт баллар, кеметтен кемегер мұстабыт, көрсәбіт. Хақа әріттен нахал бәқ ол кәлен службалылар, онны барамытыне ұғы қағабыт, бұ бұйылыме баран алғыз толорон, ыллан, көрі қығытан, ахатан. Улан ұды овсайнан кіржағас көрет боллаға ди, олихин жейлерін тұтуыта бұдан маннық. Кихи көңілік тыынар, улахан тұтулар хоқтар боллағачы. Кихи қараға наға сыннянар, оны хамы сынтыргар біле площадь Советов тем бар, хамы улахан Ленин төбеті тұрысыры. Ол аттыгар правительство жеті бар, онна Дом народного хурала. Бейгі үлтімен боллағачы. Онтан бір түгер көрдақ бүтіна театр опери балеті бар. Ол аттыгар поющи фонтаннақ, кихет түгер ұнтығыт омаяр, наға крығывай көріп болар. Бурятияға центр буддизма боллағады. Олихен мен бұл жоммын сәргебін бараларын сағана өсті жүгей, саналақ, өсті жүгей, эмоциялақ бардынлар деймін. Улан ұдыға қаяға тұрар датсаңа әрін почы бақша денге ағылағы жабын. Мантан улан ұды барса кестер, онна итағалілерін солталара, тугугын ықтақтара барата очартынан кәлән ехер. Олихин жоң өйдүрігер, бұдан ылынымты, оны өйденімте болар. Бурят, монгол, оны хақа мұқтар культура бұд наха марын нахар. Қолы бұра хақаларға бейі қомыстақпыд, монголларға барган көтчігей болар. Крымпа, Маринхурден бар, әме бір оңғылақтар, олон қобыт маннағыларға ғысырден бар. Әме іс қоғаны тәң. Батыр денері батыр ден қолы бұра хә. Аны оғу қайбыт, бұ әңер еуқар денеме үңкілақтар. Күнергерінің әргелер, қамсыңыта хен тоқ марынығар хоғыз. Онда Монголияны хөбілерім жете басықтан тұрын стебен, айылғатын, астарын, олық наға жүгей кухнялақтар, наға жүгей сіп-сибейхай әттәқтар. Ахырын хөбілер кеяқ олық наға-май жүгей зірдеқпін бағарабын. Атономук культуратын үйретен, сирин отун көрен истен, сақа сіріттен жоммут астына доғыя Бурятия Республикадегер дуғалын сыняналар.
таз дойдуга тақсыбакка кең арасыйы сілінчінчелер. Саңа көне бейі беребінің қытаға сүргөттен олуғын ден мақтына бұд, оны төпілден тұрар, үлі үйерақ неделеті әйеға үндік тахарылақтық сағаланның бүгін... Бәрі, ұнбықалар саңа телевизионный сезонлары қаған болыры болды. Оттан... Күні күрәшер бет. Балаған айын 19 күн өттен сақа телевизионтығар саңа сезон сағаланар. Әйеқанан саңа проекттар, жоғырдақ жон, аяр тұтар тым жоно, тинес тун аян, елге, кеәңі бері уанна. Сақа телевизион қытта мәлжеп, бірге болын. Көр туоты көжітен, кытысты кытар бүттемері, күйіске оқсан таптаяр, кықтақ, уыз, ураннық. Пушин бала чөөр болды. Мен басан онар бар. Манна бит тағыны онар кей оғай. Бұл колхоз ұстара. Битерәс ұстен. Бұл дейіл ұст ола. Дейіл бүйетірден. Бүйетірден атта. Бұл колхоз ұға бара. Олтан атын Улахан оғана кей оғады. Бұл 6-10 сылдар орталырыттан бейін-бейі көрінен бұл ұс митірәйі дегел бүйетірін көрімін мен бейін тәлін. Оғаны кемді оғама болттың кәнне мен бейін көріністен кенелерттен өрінен оғанар болттым. Онтын меха туақ бұға, таварыз тұғыр бұға болан, бары әмі көмілен ұғанамыд, қайттақта құрдық киен үләні бейлі, бұл үлелен тағар бұп бұтын. Кәнікән атақ бұны аңадас менере бол батақ, әлбәқ бірге үлелі, бірге алттығар олаттарым, жоным сергем, күлчағастар күтті балылара, бары көмілен ұғамып бұд. Онтан тақсамады бұл. Онтан бәттәқте бұл үлдәғі ұлыған үлені оңыды бұд. Сақа әрін ұлыған ұлыстыра барыта бұл манны кәлін кәпсәтен, үпсәтен, үйерінен атақтарға тұрбұт жондар бары. Сақа әрі бүтін үте оған әрігер тие баддылар. Амастан манны кәлін таварсамын күтті бәуді оған әрді бүт. Улхан дундар ыргыттан ыйталан бәвит ая. Кинлер көмілі мастер дезілер, кәббет мастер барта қайыр көмілі әрді. Онда остан хен хатаммады. Чүшігозлары мұқсыру білген оттан хен бір үйерден хен табарта үші болыныр, табыланыр. Сүріннен мен